Това наистина е прекрасно, че ние можем да вземем толкова знания и толкова много опит от такива лидери. Это, конечно, прекрасно, что мы можем взять столько много знаний и опыт от таких лидеров. Валентина, дорогая, пожалуйста. Друзья, вот все окей, но смотрите, мы здесь создаем традиции, и в принципе вышел на сцену Diamond компании. Diamond это круто, это то, куда мы идем, да, поэтому я думаю, давайте приветствуем сами. Diamond компанию. Итак, друзья мои, важный момент – это тот, это правильно понимаю? Да. Мы все с вами люди избранные, это однозначно. Я хочу, чтобы вы поаплодировали, вот прям сидите, не нужно подниматься, каждый сам себе, потому что вы пришли в самую лучшую компанию, вы пришли в самое лучшее время. И вы пришли к самым нужным людям. Поэтому вы большие молодцы, вы уже бриллианты. Просто вопрос времени. Аплодируйте себе. Дима. Потому что большие деньги, они делаются на новой идее. Защото големи пари се правят с нова идея. И самое главное – быть у истоков. И най-важното е да бъдем в източника на тази голяма идея. Нужно прийти вовремя. Нужно прийти в нужные команды. Если кому-то не повезло прийти в крутую команду, значит что? Тогда вам нужно самому становиться суперлидером, создавать классную команду и запускать там систему. Трябва да дойдете на време, трябва да дойдете в правилния екип, но ако не ви провърви и не сте в правилния екип, трябва да сами да го направите и да пуснете система. Потому что какая была бы некрутющая компания, продукт, система. Защото колкото и да са хубави компанията, продукта, системата, главным человеком будете вы, и вы должны стать нужным человеком огромному количеству людей. Най-важният човек ще бъдете и вие, трябва да станете нужен човек за огромно количество хора. Бизнес, он начинается с вас, лично с вас. Бизнесът започва лично от вас. Это тоже, я думаю, вы должны понимать. И вы предприниматель. Вы, вот что вы будете предпринимать в своем бизнесе, да? Что вы предпримете? Вот то вы будете. Вие сте предприемач и това, което ще предприемете, това ще получите като крайен резултат. Если вы с самого начала поставите себе амбициозную цель, ако в самото начало си поставите амбициозни цели, и вы поймете, что бизнес – это ответственность, и разберете, че бизнес е отговорност, у вас начнет все происходить. Ще започнат да ви се случват нещата. Вы знаете, когда я только пришла, компания была всего лишь 1,5 месяца. Когато аз идвах в компанията беше на месец и половина. И многие предприниматели, интернет-предприниматели, сетевики, лидеры сетевого бизнеса, они не поняли эту идею. И много предприемачи и лидери в мрежа маркетинг не разбраха самата идея на компанията от самото начало. Мне многие лично звонили, с которыми я была близка, знали меня как лидера, и говорили. И много хора ми се обаждаха, познати, които аз познавах, и те ми казваха: как ты могла прийти, Валентина, в такую копеечную компанию? Вот так говорили. Валентина, как можа да отидеш в компания, която раздава стотинки? Что можно иметь за $10 в бизнесе? Какъв е този бизнес за $10? Что это за продукт 8,50, $15? Какъв е този продукт за $8-9? Ты испортишь себе репутацию. Ти си развалиш реномето. Мы были о тебе такого хорошего мнения, аж мурашки бегут вспоминают. А такива хубави неща мислихме за теб. А я говорила: не переживайте за меня. Аз му казах: не се притеснявайте за мен. Я очень ценю, что вы обо мне беспокоитесь.
Оценявам това, че се вълнувате за мен, че се притеснявате за мен. Но именно потому, что у меня есть видение, я вам говорю, здесь большие деньги. Понаблюдайте за мной. Но именно за това, че аз имам голямо виждане и казвам, че тук имам много пари, просто вижте какво ще направя. Я вижу то, чего вам еще пока не дано возможно. И аз виждам това, което вие все още не можете да видите. И шло время. И време това беше. Месяц, второй. Соцсети, они же показывают, демонстрируют наши результаты. Месец, втори, социалните мрежи показват нашите резултати. Через там 2 недели был уже статус серебро. След 2 седмици направи серебро. На второй месяц было золото. На втория месец злато. И стали другие присылать уже смс-ки. И вече започнах да получавам други смс-и. Ну что, там правда есть деньги? Ама там наистина ли дават пари? А что, продукты вправду работают? А наистина ли работят и продуктите? Потому что мне повезло, моя Оля Пась, вы уже знаете, да, она была в тот момент в Чикаго, и она через месяц, даже меньше, через пару недель или через месяц, не помню, ну неважно, столь важно, она ехала в Украину, я ее попросила: Оля, купи мне продукт, привези мне продукт, потому что для меня это было важно. Защото на мен провървя с Олга Пас, тя също каза, месец след като се включих, след като си поръчах, тя дойде в Украина и ми донесе продукти. За мен това беше много важно. Я стала накладывать себе крем мгновенного действия, показывать результаты. И вау, и мои друзья, партнеры под Жене стали говорить: ну что, правда так работает, как и наш продукт работал? Я говорю: круче работает. Я започна да се слагам от крема за мигновено действие, за бързо действие, и продукта работеше, и партньорите ми от Женес ме виждаха и ме питаха: ама наистина ли работи като от Женес? Аз казах: не, още по-добре работи. Потом стала демонстрировать чеки потихоньку свои, да? А след това започнах да показвам и чековете си. То есть к чему я это вам сейчас говорю? Защо ви го казвам всичко това? За вами будут наблюдать. Ще ви наблюдават хората. И будет работать только ваш результат. И ще работи само вашия резултат. Ваша вера, приверженность. Вашата вера, привързаност, отдаденост. И вам не нужно смотреть по сторонам. И не трябва да се оглеждате настрани. Знаете, как лошади, да? Как это называется? Шоры. Да, да, като конете, които имат капаци на очите си. Вот оденьте себе шоры вот эти. Сложите си капаци на очите. Вас не должно волновать, что будут говорить. Не трябва да ви вълнува това, което ще казват хората. Это будет шорох такой мимо ушей. Все. Това ще бъде като един Вот так делала я. шум, който ще минава покрай ушите. Аз така правих. Мне было абсолютно все равно, что кто говорит. И въобще не ме интересуваше кой какво говори. Я, как экономист, да, и человек, который анализировал рынок, мониторил, я понимала, ничего лучшего нет, чем эта новая модель. Като икономист анализирах пазара и разбрах, че няма по-добра възможност от това. То есть с самого начала я поставила себе высокую планку. И от самото начало си поставих една висока летва. Это бизнес, это серьезно. И я себе дала бриллианту 3 года, если честно. Че това е бизнес, че това наистина е сериозно и си дадох срок да стана брилянт 3 години, ако трябва да бъда честна. Я себе так решила. Если я в сетевом бизнесе была уже 25 лет, и я ни в одной своей компании, в одной была 15 лет, в другой 8, я не стала бриллиантом. И така реших за себе си. В две компании, в едната бях 15 години, в другата 8 и не можах да стана брилянт. За 2 ступеньки приближалась и так и не стала. Ни в одной, ни в другой. И многие из нас. До 2 стъпки до брилянта, но не се получаваше и така се случваше при много от нас. Да, ко мне индустрия была очень добра, я заработала много денег, купила недвижимость и так далее. Я благодарна этой индустрии. Но бриллиантом я не была. Да, индустрията беше благосклонна към мен, аз заработвах пари, имах много неща, купих си недвижим имот. Да, но не можах да стана бриллиант. И себе тогда сказала: это твой последний шанс, такая лебединая песня. Ты ж бриллианта по сути, ты ж звезда, ну сделай ты это в конце концов. И си казах: това е последния шанс, това ще бъде твоята лебедова песен и ще го направиш. Бриллиант, направи го. Все, сделай это. И дала себе время. Поэтому дайте себе время. И си дадох време, затова си дайте и вие време. Но помните тоже важный момент, что время, оно тоже очень ценно. Но не забравяйте ли много важен момент, че времето също е ценно. Наверняка все же знаете формулу, да, заполнения рынка. Это касается любой ниши, и в том числе и нашей. Но знаете по какъв начин формулата за запълване на пазара, във всяка една ниша, тази формула работи и при нас. 1, 9,
90, да? 1, 9 и 90. Вот этот 1% мы с вами здесь, в одном Първият проценте. 1% сме всички ние в този първи процент. Но это время не бесконечное. Но това време не е безкрайно. 2-3 года, 1% години. заполняется рынка. Если мы посчитаем в цифрах, то смотрите, Amazon сейчас, да, там где-то до 250 миллионов За подписчиков. 2-3 години се запълва този процент и в Amazon в момента има 250 милиона абоната. Netflix 280, В вроде бы так, Netflix миллионов около подписчиков. 280 То есть милиона. на это ушли десятилетия, правильно? А за това са били нужни десетки години. Поэтому если мы возьмем оттуда 1%, то сколько это будет? Затова ако вземем 2-2,5 миллиона, тези цифри 1%, това ще бъдат 2-2,5 милиона. Нали така? да? Мы с вами приближаемся уже ко второму миллиону. А ние с вас доближаваме вече втория милион. И у нас заканчивается третий год скоро. И скоро приключва и третата година. Понимаете, о чем я говорю? Нали ви разберете за какво ви говоря? Намекаю вам тонко. Намеквам ви, така тъничко. Время ценно. Сегодня самое благоприятное время всем сконцентрироваться, понять серьезность своих намерений. Еще раз один на один сесть с собой, зеркало поставьте. Я с собой часто говорю. В ванную захожу, разговариваю с собой. Ну что? Времето е ценно, затова сега е най-правилното време. Концентрирайте се, разговаряйте с себе си. Аз много често влизам в банята и разговарям с себе си. То, что ты на сегодняшний момент сделала, ты уверена, что ты все сделала, я тебя спрашивала? Ты Какво все си, сделала, какво си Валентина? направила до днес? Направи ли всичко нужно, Валентина? Я говорила, девочка, ты можешь Валентина. больше. Валентина. Казах, свои Валентина, все сделала? Ты, Валентина. Ти можеш повече? Ти можеш И повече? говорю себе, ты же можешь больше. Ты Давай мы можешь с тобой больше. еще так попробуем. Все. Да. И все делал, и все получалось. Поэтому поговорите один на один с собой. Еще раз свои цели пересмотрите. Ваше почему. Когда у вас огромное вот это почему и зачем, то все остальное вам шорох будет. Затова поговорите със себе си, вижте целите, да отговорите си на вашето защо. Когато отговорите на вашето защо и защо. Скажу вам по секрету маленькому. Знаете, что меня больше всего мотивирует, чего я больше всего боюсь? Знаете ли какво ме мотивира най-много и от какво най-много се страхувам? Ще ви споделя. Я страшно боюсь, и когда вот люди бедные в старости. Это страшно. Много се страхувам от това да видя беден човек в старост, стар беден, възрастен беден У човек. меня есть такой один друг, сетевик. Имам един приятел мрежовик. Мы когда так проходили, и увидел бомжей, не можешь сказать, таких, вот, знаешь, они, Господи, все что угодно, только не это. И когато минавахме Только не покрай это. бездомници, той казваше, Господи, каквото и да ми се случи, но да не се случи това Когда с я мен. смотрю на бабушек, которые, не знаю, может и у вас так есть, ваши, да. которые стоят возле универсама, я всегда покупаю еду, деньги не даю, потому что не знаю, кого они просят. Я денег не даю, покупаю еду, И когато, примерно, кулечки даю им. стои възрастна жена с протегната ръка до някой супермаркет, аз не им давам пари, аз им купувам храна. И им давам пакет храна, не им давам Я пари. хочу поработать еще пару лет и в 65 только отдыхать. Искам да поработя още няколко години и на 65 вече да спра и да си почивам. Круизы, поездки. Я так хочу. Искам така. Вы еще меня увидите скоро на подиуме. Я еще в Одессе хочу на эти демонстрации. Много скоро ще ме видите и на моден подиум в Одеса, аз Там манекенствам. модели 60+. Они за мной охотятся, я уже ходила на пробные эти штуки. Където търсят манекенки 60+, вече съм ходила на проби даже. Они меня приглашают, потом у меня что-то получается. И те са ме канали и това ми се получава. Я еще поработаю так 3 года, взращу десяток бриллиантов, и тогда уже пойду туда на подиум. Ще поработя още няколко години, ще изградя 10 брилянта и на подиум. Так что, друзья На мои, дефиле. это не спринт у нас, не забег на 100 метров, да, как в школе. Това не е спринт, не е бягане на 100 метра, това е маратон в нашия Это бизнес. марафон. Дайте себе время. Смотрите на этот график. Не знаю, видели вы это, не видели? Вижте тази графика, не знам дали сте я виждали. Видели? Да. Окей. Кто не видел, смотрим внимательно. И Който делаем. не е Если видел, гледайте внимателно, но можете да си направите снимка. Это этапы бизнеса. Това са етапите от бизнеса. Чем бы вы ни занимались, традиционный, сетевой, вы будете проходить вот эти этапы все. Каквото и да правите, на традиционен бизнес, мрежов бизнес, вие ще минете през всички тези етапи. Будет первый этап, когда вы будете страшно много работать. Първият етап, в който много ще работите И мало зарабатывать. и малко ще печелите.
Если это традиционный бизнес, там вкладываются огромные деньги, там стресс. У Ако кого е есть традиционный бизнес? традиционен бизнес, това са много пари. Стрес, кой има традиционен бизнес? Был. И у меня был, слава богу, перед ковидом успела Някои продать са- ресторан. Прям Някои вкус. са имали, аз успях да продам дори един ресторант. Да, слава богу. Слава Богу. Когда люди вкладывают огромные деньги, а многие в кредит берут еще. Когато Много хората работят. влагат много пари, някои вземат и кредити, дори да работиш много, И знаете, у них не все сразу получается. не се получава веднага всичко. И они не могут бросить, потому что деньги вложены огромные. И те не могат да изоставят бизнеса, защото са вложили много пари. Я поменяла 3 или 4 шеф-повара, пока я сделала то, что нужно было сделать. Аз смених 4-5 готвача, докато стигнахме до там, до което исках. У меня даже мысль не родилась, я это брошу. Как я брошу, когда деньги вложены? Дори нямах такава мисъл, не как ще го изоставя след като съм вложила толкова пари. Поэтому если вы относитесь к этому бизнесу Livegood, как к своему собственному детищу, не важно, что вы вложили 50 или 140. Затова, ако се отнасяте към бизнеса в Livegood като към ваше собствено отроче, няма значение колко пари сте вложили, 50-100 Вы должны долара. Вы должны будете пройти этот этап, Ще трябва да преминете през този етап. когда не все получается, Когато няма да ви се когда получава. страх, Когато се страхувате, когда в вас не верят, когато не вярват в вас, когда муж, жена, дети кричат, ты куда влез, когато мъжа, жената, детето ви казват, Когда как ти никой си не се помни. напъхал тук. когда видео не получается, когда камера вверх ногами. У меня мой партнер один раз выставила видео вверх ногами. Когато видеото ми се Сняла. Ой, записва, един мой партньор пусна видео, но с главата надолу. И ведет, да, ведет эфир И в си Инстаграм, говори. а она вверх И си головой. говори в Помнишь Лариса Инстаграм? Полищук? А, вверх ногами, да? Она же не знает правильно выставить. Ничего, я сказала, ты молодец. Я Это с- круто получилось. И аз си казах, браво на тебе, колко хубаво се получи. Я благодаря тебе вот так вот вывернулась. Это как те- така те гледах и аз. Все нормально. Она говорит, Валечка, я выдалю это. Говорю, нет, ни в коем случае, это твоя история. Тя каза, Валя, аз ще го изтрия. Не, в никакъв случай, Не това е твоята история. удаляй, не удаляй, ты будешь это показывать другим людям. Не го изтриваш, ще го показваш после на хората. Сейчас, какие эфиры эта девочка, А женщина, пък сега какви видеа прави това? какие она ведет видео, какие тренинги. И смотрит всегда, вот когда ей теперь люди говорят, что ой, я боюсь, что мне не получится, да, полистай ленту и посмотри, как начинала я. И когато другите казват, о, страх ми, не ми се получава, и така казват, виж нагоре в Это все будет лентата на да первом- видиш как беше при мен в началото. Это все будет на первом этапе. Вы будете создавать команды, вы будете приближаться к рангу, и что-то будет не получаться, вы будете расстраиваться, у вас будут возникать мысли, может это не мое, а может я это брошу. Това ще бъде на първия етап, ще създавате екипи, няма да ви се получава, ще си казвате, това не е за мен, ама ще взема да се откажа. Вы будете осваивать новые инструменты, эти все соцсети, этих чат-ботов, все на свете, рекламу. Ще усвоявате всички нови неща, социални мрежи, реклама, чат-ботове. Будет приходить четверг, а потом первый четверг нового месяца, и чек маленький. И ще идва четвъртък, после четвъртъка на първия месец и чекът ще бъде малък. Вы будете говорить, елки-палки, как много работаю. Ще кажете, абе, Что за бизнес такой? много работя, какъв е този бизнес? Но вам нужно это пройти. Кто-то пройдет быстрее, кто-то медленнее, кто-то сломается и уйдет. Но трябва да преминете през това. Някой по-бързо, някой по-бавно, но някой пък ще се Нет щупи и бизнес. ще се тръгне. Нет бизнес-мышления, потому что когда у вас есть мышление предпринимателя и бизнесмена, вы будете понимать, это нужно пройти. Когато имате бизнес мислене на предприемач, ще си кажете, трябва да мина през това. Конечно, хочется быстрее, Разбира се, не си иска да бъде по-бързо, но дайте себе время. но си дайте време. Вам нужно видеть эту конечную цель. Трябва да видите крайната цел. Вы должны видеть себя уже бриллиантом. Да се виждате вече брилянт. Вы должны понимать, ради чего вы это делаете. Да разберете защо го правите. Почему вы ложитесь в 2-3 часа ночи? Защо Это се плохо. лягате в 2-3 през нощта? Да, това е зле. Я каждый раз обещаю Ольге Пась, что я в 12 лягу спать. Постоянно обещавам на Олга Пас, че ще си легна Она в мне 12 говорит, часа да я спя. понимаю, что ты не ляжешь в 10 и в 11. Давай хотя бы с тобой договоримся. Ты будешь все-таки ложиться спать сегодня, просыпаться завтра, да? То есть хотя бы так. И тя ми каза, сега не ми е балансово, че ще И си она- легнеш толкова рано. Хайде да се договорим така, да си легнеш поне днес, а да се събудиш утре.
И она мне не один раз там в час, да? Я не поняла, ты что в соцсетях? Ты что еще там огонек зеленый светится? Няколко пъти вече тя в един часът ми пише, какво още те виждам, че си в мрежата, защо не си селен? Но я понимаю, зачем я это делаю. Но аз разбирам защо го правя. Да. Ну, это еще потому, что у меня команда большая в Америке, поэтому тоже приходится с ними работать. Защото имаме голям екип в Америка и трябва да работя и с тях. Но знаете, этот путь будет у каждого по-разному. А скажите, кто сейчас на первом вот этапе? Есть А люди, този которые път на ще первом бъде этапе? различен при всички. Когда вы Има еще хора, так много работаете, но у вас еще чек... които са на Да, първия до етап, 500. много работите, но чека ви е до около $500. До около 500. Вы еще не перешагнули. Если у кого-то возникало желание, было желание оставить это все? А има ли сте желание да се откажете? Честно. Нет. Честно. Нет. Честно. Честно было. У кого-то не было. Не поверю. Вот. Но нужно это пройти, потому что придет второй этап. Но трябва да преминете през това, защото ще стигнете до втория етап. Второй этап он начнется где-то с статуса золота, когда у вас уже будет чек 300, 500, у кого-то больше будет и станет легче. А втория етап ще започне вече от ранг злато, когато вече ще имате чек $300-500 и вече ще бъде малко по-лесно. Да, вы будете много еще работать, вы будете продолжать много работать. Да, ще продължите още да Но работите, уже много ще станет работите. чуть-чуть легче, потому что будет чек и будет результат. Но ще ви стане малко по-лесно, защото вече ще имате чек и ще имате резултат. Я помню, как говорил Марат Такиш, что когда $500, это как-то плечи уже чуть-чуть опускаются, вы свободнее, уже нет этого зажима, уже нет этого, уже... И както казва Марат Такиш, вече като имаш $500, някак се малко така се отпускаш, не си толкова напрегнат. Потому что $500 в любой стране это уже в принципе деньги, которые позволят чуть-чуть как-то, поприлично, Защото прилично, да? 500. И в Болгарии прилично тоже, да? Это минималка в България. Ну, там дела вещь, ну да. $500 са добри пари в която и да е страна, може да си купиш нещо с $500. Ну и вот здесь не нужно расслабляться. Мы продолжаем все равно много работать, хотя у нас уже есть результаты. Но и тук не се отпускаме и продължаваме да работим, макар че вече имаме И резултат. опять же, это по времени у каждого будет по-разному. Это зависит от вашей степени подготовки, от ваших навыков, да? Если у вас уже есть опыт, вы быстрее это пройдете. И тук сроковете са различни, отново според вашата подготовка, вашата работа, но ще минете и през това. Кто-то дольше, но дайте себе время. При някой ще трябва повече време, но отново дайте си време и продължавайте. И придет третий этап. И ще стигнем до третия етап. Придет третий этап, когда вы можете уже не работать. А в този етап вече може и да не работите. Либо намного меньше работать, скажем Или так. пък да работите много малко. Но у вас уже будут серьезные деньги. Но тук вече ще получавате сериозни пари. И знаете, вот когда вы станете на уровень бриллианта, да, уже, И когато стигнете до ниво брилянт, уверяю вас, вы поймете, что оно того стоило. ще разберете, че си е струва. Вот стоит пройти все эти пути, Струва се да минем, да извървим целият този път все эти этапы. и всички тези Все етапи. эти этапы. Да. Да? Потому что вот там на вершине Защото вы там на скажете върха себе, ты молодец. ще си кажете браво на теб. Ты молодец. И вы забудете все эти страхи, все эти волнения, переживания. Ще забравите страхове, вълнения, всичко, което сте преживели. И у вас будет новая цель, новое желание, чтобы рядом с вами были другие люди.